Телеканал БСТ продолжает свое вещание. И снова здравствуйте всем тем, кто только что настроился на нашу волну. Меня зовут Юлия Санбердина, и мы двигаемся далее. Эликсир молодости еще не изобретен, но в арсенале каждой девушки есть огромное количество разных средств, с помощью которых мы пытаемся остановить течение времени. Стоит ли на них только полагаться, и какие еще нужно соблюдать правила, чтобы отражение в зеркале вас радовало дольше? Об этом сейчас поговорим с нашей гостьей. В студии программы «Салям» эксперт по естественному омоложению Ксения Хасанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. И тут, наверное, первый вопрос от не только меня, но и наших телезрительниц. Вот прикроватный столик. Там, значит, баночки, баночки, баночки. И все для того, чтобы быть прекрасной и радовать себя и окружающих прекрасным видом. Достаточно ли этого, чтобы справиться с морщинами, складочками на лице? Многие женщины, когда видят какие-то на лице изъяны, да, морщинки и так далее, как раз-таки начинают приобретать крема, какие-то чудо-средства, надеясь на то, что это действительно поможет им избавиться от глубоких морщин. Но на самом деле здесь есть нюанс, потому что кожа – это только оболочка. Оболочка – каркас, который покрывает и обнажает те проблемы, которые у нас есть внутри. То есть мы видим морщинку – это результат того, что происходит внутри. Внутри в мышце есть некий дисбаланс. И, соответственно, может ли крем добраться туда в мышцу? На самом деле уходовые средства, они даже не могут глубоко проникнуть в саму кожу. Если кожа несколько слоев, то крем работает на поверхности, на роговом слое. И это где-то 0,1 мм всего лишь. И лишь там малое количество активов могут попасть чуть глубже в кожу, опять же, да, не в мышцу, не вглубь, где формируются морщины. И это могут быть эфирные масла, например, попасть. А вот в целом получается, что крем – это только поверхностный уход. И я не говорю о том, что нужно сразу все вот эти баночки, скляночки, все это в мусорку. Нет, конечно, нет. Потому что уход – это действительно очень важно. Это работа с кожей. Это увлажнение, которое необходимо абсолютно любому типу кожи, даже жирной коже. Это питание, это защита от внешних факторов, например, от солнца, что очень важно. Это помощь в обезвоженности, чтобы кожа не была сухой. И вот когда бывает такая вот мелкоморщинистая сеточка вот на лице, бывают такие типы лица, и там действительно крем может за счет увлажнения помочь. Разгладить вот это вот. Ну вот слегка, да. То есть сделать кожу саму более эластичной, более сияющей и красивой, и качественной. Потому что во всех уходовых средствах, если это хорошее средство, там есть определенные компоненты, которые вырабатывают эластин, коллаген и так далее. То есть получается, что морщины, складки на лице кремом вообще не убрать. Не убрать, можно, повторюсь, только улучшить качество кожи, а нужно идти вглубь. То есть откуда у нас берутся вообще морщины наши? Это, естественно, одна из причин – отек. Когда у нас есть отек на лице, а ткани, наша кожа, она не выдерживает под тяжестью и начинает, ну, вот так вот падать, да. То есть мы видим брыльки, мы видим вот здесь носогубку, то есть все у нас опускается именно под тяжестью жидкости. А далее, это дисбаланс во всем теле. Например, наша осанка. Осанка – это база. Осанка – это вообще, да, выправляю спину, это 50, даже 70% успеха в омоложении. Если у нас будет красивая осанка, то не будет вот этого дисбаланса в мышцах. У нас, например, да, я сейчас покажу, чтобы было это понятнее. Вот грудная мышца, да, как мы часто сидим? Мы заворачиваем плечи, ну, да, мы сидим вот так вот в телефоне, да, согнулись, выправляем, потому что когда у нас здесь загибается плечо, у нас начинает уходить в напряжение мышца груди. И, соответственно, эта мышца за собой тянет мышцу шеи, платизму. Шея подтянулась вниз, да, вот у нас нормально, подтянулась. И вот у нас второй подбородок. Это не жир. Да, это все уходит сюда, второй подбородок, ну и дальше все, лицо плывет, можно сказать, вниз. Только из-за того, что мы вот так согнулись. Вот в этом проблема, да.
То есть надо следить за тем, как ты ровно сидишь, Да, или еще да. что-то нужно делать? Работать с осанкой и, конечно же, нужно работать непосредственно с мышцами. Если в мышцах проблема, то, например, у нас мышцы, они в нормальном, хорошем состоянии, они у нас сокращаются, расправляются, то есть укоротилось, удлинилось. Это постоянно. Если бы этого не происходило, мы бы не могли двигаться, не могли бы проявлять никакие эмоции. Но бывают моменты из разных факторов, стресс, опять же, из-за плохой осанки, из-за плохого кровоснабжения, вообще образа жизни, что мышца, она сократилась, расправлялась, и в какой-то момент она застыла в этом Не напряжении. расправилась. Да, ну, можно сказать, да, она болеет, назовем это так. И, соответственно, она у нас в таком состоянии, а сверху у нас кожа. То есть они плотненько друг к другу вот так вот стоят. Мышца напряглась, кожа куда деваться? Ну, тоже туда же. Соответственно, она тоже начинает вот так вот складочками. Я сейчас покажу, даже у нас есть здесь мышцы, корругаторы бровей. И вот мы нахмурились, сжали, то есть мы сократили мышцу, мы ее укоротили. И вот раз, кожа собралась. Ну, куда ей деваться? Она собирается в складки. И, соответственно, что нам нужно делать? Работать с мышцами, с их оздоровлением. Нам нужно из гипертонуса мышцу привести в нормотонус, чтобы из такого состояния она расслабилась, ей было хорошо, и у нас ушли все эти заломы. И это можно делать руками. Вот нашими руками мы можем работать с оздоровлением нашего тела. Например, я сейчас покажу упражнение, которое необходимо абсолютно всем, как раз-таки из-за нашего образа жизни, когда мы вот так вот сидим, когда мы вытягиваем шею, да, кто вот так вот сидит? Ну, мы. Или вот тушь красишь, что ж такое? Да. Это частая привычка, вот так вот мы вытянули шею, что происходит? У нас мышцы шеи глубокие, подзатылочные, они как раз-таки сжимаются, в напряжение уходят. И, соответственно, уже не разжимаются. У нас головные боли появляются, плюс протрузии, шеи, то есть все вот эти проблемы, лицо начинает плыть вниз, отеки. И что можно сделать нашими прекрасными ручками? Мы их кладем на заднюю поверхность шеи, не на позвоночник, не по центру, а именно на мягкие ткани. Там, где начинаются уже волосы расти, то есть под затылочными буграми. Кладем и делаем вот такие вот движения руками. Проминаем. Ой, тут такой звук получается из-за корней волос такой. Ну да. Там еще уши рядом, да. Как будто бы, знаете, мы так в масло втапливаемся, то есть аккуратно, но стараемся поглубже. И вот так прорабатываем. Если зрители делают это вместе с нами, то они могут почувствовать, как у них какие-то ощущения, возможно, расслабление в голове, потому что мы улучшаем сейчас кровообращение. У нас кровь начинает лучше циркулировать, лимфоток работает. Я чувствую здесь мышцы какие-то похожие, надеюсь. Да. Там много мышц шеи, и мы все это прорабатываем. Это можно делать каждый день, абсолютно всем. И плюс, кстати, сейчас мы можем сделать небольшой тест, как у нас связаны мышцы. Вот мы расположили там руки плотно прижали и начинаем двигать глазами. В одну сторону, в другую сторону. Там вверх. что-то двигается. Да. Вы это чувствуете? То есть мы двигаем глазами, а ощущаем это в шее. У нас мышцы все друг с другом связаны. И мышцы, которые держат глаз, внутри, мы их не видим, да, они внутри, они как раз связаны с мышцами шеи, и поэтому мы это чувствуем. И когда мы прорабатываем тут, то мы еще работаем с глазами. Лучики, вот эти вот мешки под глазами, мы все это прорабатываем, да, а работаем с шеей. Такая вот, на самом деле это не магия, да, кто-то думает, что это магия, это просто наша физиология, наша анатомия. И работая над здоровьем, можно действительно очень сильно улучшить качество своей жизни и в том числе свою внешность. Мне кажется, сейчас все наши телезрители вот просто выпрямились. А как вот следить за осанкой? Вот короткие буквально парочку моментов. Просто вот так сидеть уже нормально? Чуть тяжеловато. Тяжеловато. То есть это, конечно же, привычка. Нужно это вырабатывать, нужно следить за собой и работать с различными упражнениями. Это поможет. Потому что, так вот я сяду и буду так сидеть. То, естественно, через минуту фокус внимания меняется, мы упали. Нужно приучать свое тело к такому положению. Изначально будет очень сложно. И когда я занимаюсь с девочками, то есть у них это нужно какой-то этап пройти, определенные упражнения делать, и только тогда
вот уже Это будет начинается... стандартным Да, состоянием, уже встают утром. Я первым делом сделала зарядку, осанку. Похоже, девочки, у нас очень много работы. Начинаем с осанки, подключаем шею, а там еще куча разных упражнений для определенных частей лица, потому что, видимо, все гораздо сложнее, чем казалось бы. Кремы, конечно, не убираем, но добавляем еще вот такие вот техники. За эту открывающую на мир глаза информацию благодарим нашу гостью, эксперт по естественному омоложению Ксения Хасанова. Вы можете найти ее в соцсетях, и мне кажется, там еще больше советов.